Доброе утро, наши телезрители. Сегодня в нашей студии особенные гости и особенная премьера. Песня, которая звучит в сердце каждого человека с самого детства. Песня о самом дорогом, самом близком и самом родном человеке – о маме. У нас в гостях юная, талантливая, начинающая исполнительница Гульнара Батыралиева из города Чедерлунга, для которой эта композиция стала личной историей, а также автор слов и музыкант, заслуженный артист Гагаузии Валентин Орманже. Человек, который сумел переложить на музыку самые теплые и искренние чувства. Сегодня поговорим о роли матери в жизни ребенка, о том, как мамино слово формирует судьбу ребенка. И, конечно, услышим премьеру трогательной песни «Маму». Я приветствую наших гостей. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Настроение отличное. Да, сегодня очень хорошая погода на улице, такая весенняя погода, поэтому мы с хорошей песней, с хорошим настроением пришли к вам снова. Спасибо за теплый прием, всегда очень тепло принимаете, всегда улыбка на глазах, нам очень приятно, и мы всегда тянемся к вам, чтобы поделиться своими новинками. Ну вот сейчас есть такая замечательная возможность, состоится премьера песни. Слова и музыку написали вы, Валентин. Гульнара нам обязательно ее исполнит. Гульнара, для вас мама что значит? Для меня мама это святое. Она за мной все детство ухаживала. Я ей очень дорожу и очень люблю ее. Какие слова первые приходят к вам на сердце, когда говорите «мама»? Какие чувства, какие эмоции? Когда я говорю слово «мама», для меня это большое счастье. Для меня это не просто обычное слово, а радость. Песня называется «Маму». Она будет звучать на гагаузском языке. Конечно. Легко ли исполнить песню о маме? Песню можно исполнить легко, если ты даже любишь свою маму. Вам как дается гагаузский язык? Гагаузский язык не очень простой, но я как ребенок стараюсь учить, а также разговаривать на нем. Исполнять песню на такую трогательную на такую трогательную тему о маме, да, вызывает какие-то эмоции. Вы какие эмоции переживаете, проживаете, когда исполняете песню о маме? Когда я исполняю песню о маме, я чувствую ее тепло, доброту, потому что я влаживаю свои эмоции в эту песню, чтобы маме было приятно. Слышала ли мама первая эту песню? Конечно, моя мама слышала эту песню. Она была очень рада моими успехами и моему голосу. А посвящена ли эта композиция твоей маме? Эта композиция посвящена не только моей любимой мамочке, а еще всем мамам Гагаузии, и не только. Это будет подарок от меня на 8 марта. Что бы ты сказала всем мамам сегодня? Я всем мамам желаю, чтобы они никогда не уставали, чтобы у них всегда были силы, чтобы они никогда не грустили, потому что они всегда обязаны улыбаться. Чему самому главному научила тебя мама? Как ты считаешь? Самое главное, мама научила меня не бояться. Она всегда меня поддерживала, всегда давала мне советы. Я ей очень дорожу и очень люблю ее. И даже сейчас, при записи этого интервью, мама за стенкой наблюдает, переживает и всегда молится, наверное, да? Конечно. Валентин, написали песню о маме, песня авторская для Гульнары. Она адресована для юной исполнительницы, то есть писали специально для нее? Да, первую песню мы тоже здесь презентовали с вами, Светлана. «Гагаузия мой рай». Эта песня очень полюбилась тоже слушателями. Это была пробная песня, и мы все-таки решили на гагаузском, чтобы песня была, потому что я написал песню специально для Гульнары, чтобы она привила сама в себе любовь и к языку, и к гагаузской музыке,
Ну и в качестве подарка музыкального к 8 марта мы подготовили эту песню. Она очень умничка, дисциплинированная, в студии с ней комфортно было работать. Спасибо Федору Гайдаржи за такую оригинальную аранжировку. Спасибо Дому культуры Чедерлунги, что нам позволяет там работать. Поэтому мы стараемся продвигать наших детей с Чедерлунги. И не только с Чедерлунги, вы знаете, я работаю с разными детьми. Поэтому эта песня специально для Гули была написана, потому что мама ее очень поддерживает. И вот она таким образом проявляет свою любовь, свои чувства к маме через песню. Для вас, как для автора, что важнее в такой теме? Текст либо мелодия? Все вместе, потому что когда песня создается, тут переплетаются энергии разных людей. И автора, кто пишет и слова, и музыку, кто работает над аранжировкой, исполнителя, звукооператора. То есть это все работает, когда сплетаются эти энергии, и если это все делается душой, то, конечно, это находит своего слушателя. Как вы считаете, почему тема матери всегда остается личной для каждого человека и всегда откликается в сердцах людей? Ну, потому что ребенок встречается с мамой еще в утробе матери. Вот, поэтому и когда рождается ребенок, тоже без мамы никак. И мама дарит свое тепло, свою энергию. И мы, как говорится, пуповиной мы связаны с мамой нашей. И папа тоже дорог, но мама всегда, конечно, ближе. И она всегда поймет, и простит, и поддержит, подскажет. Мамы очень дороги нам. Как вы считаете, и как вообще видите будущее этой песни? Это концерты, это какие-то семейные праздники или это конкурсная какая-то сцена будет? Ну вот я выбрал для Гули такой стиль, ближе к формату ТикТока и ближе к детям. Я очень хочу поблагодарить Елену Чекир, которая предоставила нам такой номер замечательный. Детки постарались из села Светлый. Вот им очень понравилась песня, и они хотят в качестве индивидуального танца использовать эту песню. Нам очень приятно. Вот, спасибо им за труд, за то, что они поддержали нас. Ну и мы тоже будем их в дальнейшем поддерживать, будем совместно работать. Вот. Это работа командная, поэтому я всех очень благодарю. Спасибо. Ну, интрига есть. Гульнара, представляйте свою композицию и приглашаем вас в нашу студию. Здравствуйте, меня зовут Гульнара Батралиева. Конечно же, я приехала к вам из Чедерлунги. Я презентую свою новую авторскую песню на гагаузском языке. Это моя самая первая композиция на гагаузском языке. И я очень дорожу этой композицией, потому что в этой песне есть эмоции, душа и красивый перевод. Песня называется «Про маму». «Про маму». Пожалуйста. Şişim bu yerde anacığım. Bakışı güneş gibi ısıdır içimi. Her zaman rahatlık verir sıcacık öpüşü. Kalbimi kaplayan buzları geridir o gülüşü. En büyük başışım bu yerde anacığım. Bakışı güneş gibi ısıdır içimi. Her zaman rahatlık verir sıcacık öpüşü. Kalbimi kaplayan buzları geridir o gülüşü. Маму yanındaysa yaşamak o büyük kısmet. Uşaklarına deni çiçek dolu bir sepet. Mamu her keresinde var çok zahmet. Ama şaflı gözlerinde okunur selamet. Mamu yanındaysa yaşamak o büyük kısmet. Uşaklarına deni çiçek dolu bir sepet. Mamu her keresinde var çok zahmet. Ama şaflı gözlerinde okunur
bize kurer Açan toplu bütün ala Mamuşin güler Mamu yanındaysa yaşamak o büyük kısmet Uşaklar ona denir Çiçek dolu bir sepet Mamu herkeresinde var çok zamet Ama şaflı gözlerinde okunur selamet Mamu yanındaysa yaşamak o büyük kısmet Uşaklar ona denir Çiçek dolu bir sepet Mamu herkeresinde var çok zamet Ama şaflı gözlerinde okunur selamet selamet Mamu yanındaysa yaşamak o büyük kısmet Uşaklar ona denir Çiçek dolu bir sepet Mamu herkeresinde var çok zamet Ama şaflı gözlerinde okunur selamet Mamu yanındaysa yaşamak o büyük kısmet Uşaklar ona denir Çiçek dolu bir sepet Mamu herkeresinde var çok zamet Ama şaflı gözlerinde okunur selamet selamet Okunur selamet Selamet Okunur selamet Yaşasın çok yıllar hiç bilmesin kahır Evimizde elbet ki Mamuya var büyük hatır Mamuya var büyük hatır Büyük hatır Спасибо за предпраздничное настроение. Праздничное, потому что весна – это у нас и марцишор, весна – это у нас солнечное настроение. И спасибо за замечательную песню о маме. Есть ли в песне строки, которые близки к вашему сердцу, которые запомнились, вот, может, даже повторяете их? Да, конечно, у меня есть мои любимые строчки из этой песни. Но вообще в основном любимые строчки у меня все. Но скажу одну из них. Маму yanındaysa yaşamak o büyük kısmet. Это обозначает, что когда мама рядом, это большое счастье. Так оно на самом деле? Конечно. Какое мама счастье дарит тебе, когда мама рядом? чувствуешь? Она меня всегда балует, она мне всегда заботится, поддерживает меня, волнуется за меня, очень рада моим успехам. Для меня это что-то необычное. Большая награда. Да. Валентин, в песне есть, каждое слово, так скажем, написано от всего сердца и трогает, да, потому что тема о матери, она всегда волнительная. У каждого человека есть своя мама, своя история, своя любовь, свои, как Гульнара говорит, и воспоминания красивые, теплые отношения. Самая близкая строчка в этой песне? Или что за основу взяли? Вообще, когда у тебя любовь есть и к маме, и к любимому человеку, то оно само зарождается. Вот у нас, как у поэтов-композиторов, это как волна появляется, и текст, и мелодия, и, естественно, оно, видимо, свыше дается, и вот оно как ручеек течет. И вот главное успеть вовремя это зафиксировать, потому что если не поймать эту волну, то все, уже можно написать красивый текст, но красивую мелодию сочинить намного сложнее. А так как у меня все вместе, поэтому я стараюсь сразу это зафиксировать. И поэтому, конечно, в песне очень много есть таких интересных литературных переходов, то есть стараюсь, чтобы не было банального текста, потому что показать красоту гагаузского языка. Вот. Слово «селимет» может многим непонятно, но это слово, то есть мы поем о том, что у мамы столько много забот есть, но несмотря на это, в ее глазах всегда читается спокойствие, доброта, мир. Вот слово «селимет» – это спокойствие.
То есть вот такое слово, оно, можно сказать, редко употребляется, но вот люди должны знать, что в Гагаузии есть красивые такие слова. Вот, поэтому, конечно, привить любовь к детям, привить любовь к гагаузскому языку, к гагаузской музыке. Это моя работа, я стараюсь, и дети с удовольствием исполняют. И учитывая, что многие дети, с кем я работаю, они не очень общаются на гагаузском языке, но поют отлично на гагаузском языке, и это радует, потому что это работа, это старание. Я, конечно, в работе немножко дотошный, но для меня результат главное. Поэтому я думаю, что нашу работу и слушатели, и телезрители оценят. Есть ли в этой песне, ну не знаю, строчки или мелодии, нотки из вашей личной жизни? Я знаю, что вы очень любили, любите свою маму, ну, которой уже нет, к сожалению. И тем не менее, вот эта связь сына с матерью, дочери с матерью, вот в этой песне есть какое-то отражение? Да, конечно, для меня мама это самый первый человек в моей жизни. И я с мамой, мы больше были друзья. Я даже никогда ее не назвал мамой. Я всегда говорил: Катюша, Катюша. И она тоже была такая же шутница, как я. И мы с ней всегда на позитиве. Вот как бы мы очень понимали друг друга и были на одной волне. Поэтому все, конечно, эти слова близки мне. Скажите, пожалуйста, вот услышав такую песню и вообще песню на тему «Мама», да, может ли человек задуматься о том, что вот надо маме позвонить? Эта песня о маме может быть позывом, напоминанием о том, что маме надо позвонить? Конечно, если слушателя цепляет определенное слово или выражение в песне, то если это от души спето, то, конечно, оно цепляет, и человек вспоминает. Вот как у меня была песня «О нам», и очень много людей мне писали, и при встрече, на концертах говорили, что благодаря вашей песне мы помирились с мамой, мы начали ценить своих родителей, потому что в молодости все мы делаем какие-то ошибки. Поэтому важно, что человек это осознал, и пока еще родители живы, успел это все исправить. Поэтому это очень важно. Каждая наша песня, я считаю, это как она имеет свою миссию, и она по-своему работает и действует на человека. Есть песни, которые, вот я, допустим, у меня есть шуточные песни, они вот радуют людей. Вот песня «Лянка», она сейчас очень полюбилась слушателями в интернете, очень песня понравилась, люди пишут комментарии. Вот именно сейчас, когда немножко и сложно людям, вот в такой период я считаю, что такие песни, они очень работают на позитив. Вот. Есть песни, которые вот слушаешь, и они, человек расстался, вот на эту тематику послушал, может быть, он выплакался, ему стало легче. Или песня там об отце, как человек любит своего отца, и слушатель, когда слушает, он вспоминает детство, все, и меняется отношение к родителям в лучшую сторону. Поэтому все, что мы делаем, то, что делаем от души, оно откликается в сердцах людей. Можно ли сказать, что образ мамы является символом дома и вообще опорой человеческой? Ну да, женщина, она хранительница очага, поэтому мы когда приходим: мама, что там есть поесть? Не говорим папа. То есть, конечно, папам тоже надо уделять внимание. Может быть, они иногда и ревнуют, но все-таки мама, она на первом месте. Вот, поэтому мама всегда встречает, всегда она... Мама есть мама. Гюльнара всегда, куда бы она не поехала на мероприятие, где бы она ни участвовала, всегда рядом мама. Да. Да? У папы, наверное, своя другая работа, и тем не менее мама, она, как вы говорите, Валентин, дома встречает мама, в школу провожает большей частью мама. Мама едет с юными артистами на мероприятие, мама всегда рядом. Вот эта близость, она с первых дней, или она сейчас, в вашем случае, или она сейчас вот увеличилась, вот эта вот связь? Вообще, это было еще с первых дней, но для меня это стало ближе. Мама для вас сегодня кто? Для меня мама – это святое. Подружка?
Она меня понимает, и я ее понимаю. Мы с ней почти как друзья, мы всегда друг другу поддерживаем. В общем, в итоге она мой лучший друг, лучшая подруга. А что происходит с человеком, когда он на самом деле познает, что ценность маминой любви – это то бесценное, что мы взращиваем в себе, по крайней мере, до совершеннолетия? Что с человеком происходит? Мамина любовь очень важна. Человек должен испытывать не одиночество, так как мама всегда поддержка. Нужна ли мама только в детстве ребенку? Нет, мама всегда нужна, потому что даже когда наши родители уже более пожилом возрасте, и у нас, допустим, большая семья, нас 5 братьев было, и каждое воскресенье все у нас собирались, так как я самый младший ребенок, жил в родительском доме, до сих пор живу в родительском доме. И поэтому каждое воскресенье мы собирались, у нас все на позитиве, рассказываем разные истории, столы накрываются. То есть это, я, конечно, очень скучаю по тем временам, потому что очень многие и братья, и родители ушли из жизни, нас осталось очень мало. Один брат живет за границей, мы остались с братом, 4-м братом, мы остались в Чедерлунге. Вот, ну, в месяц, 2-3 раза мы видимся. Вот, но скучаем по тем дням, когда мы собирались, и как это было, это вдохновляло, это вот чувствовало, что это есть единство в семье. Это очень важно сохранить, потому что, к сожалению, очень многие люди уезжают отсюда. Вот, но благо, что люди вот скучают и приезжают на большие праздники, на День храма, там, на Пасху, на Рождество. То есть это очень важно, что сохраняется эта связь. Есть ли какие-то семейные традиции, где, связанные с мамой, где вы на самом деле отмечаете, соблюдаете эти традиции, может, даже праздники отмечаете? Но обычно именно семейные праздники мы, конечно же, отмечаем, такие как Новый год, Пасха, Масленица и другие праздники. И мы празднуем очень дружно и счастливо. Самые важные праздники, где мама в центре внимания? Я думаю, что, конечно же, 8 марта. И с приближением праздника сейчас есть возможность поздравить и свою маму, и всех мам, матерей, сестер, близких, да, подруг. Конечно. Прямо на камеру, которая работает на вас. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта. Я вам желаю много счастья, чтобы вы никогда не грустили, чтобы у вас всегда было много сил. Да, я тоже хочу поздравить всех мам, женщин, бабушек, потому что их миссия в этом мире особая. Вот, дай Бог им здоровья, терпения, долгих лет жизни, чтобы они всегда сохраняли ту искренность, ту любовь к своим детям, к своим внукам, да и вообще окружающим людям. Всех с праздником, пусть этот праздник всем принесет счастье, радость и в семье благополучие. Спасибо. Спасибо, дорогие наши гости, за настроение, за премьеру песни. И как раз песню тематическую прямо в преддверии 8 марта, женского праздника. Вас, Гульнара, тоже с наступающим праздником. Взаимно. Спасибо, Валентин, за песню, спасибо за Вас исполнение. тоже, Светлана, с наступающим праздником, чтобы вы всегда так сияли. Вы украшение компании ГРТ. Я всегда это говорю и буду говорить, потому что действительно человек, который делает от души свою работу, это читается в глазах. Поэтому я с первого дня уважаю вас и поздравляю от души и вас, и вашу семью, и с наступающими праздниками. Дай Бог вам всем здоровья. И спасибо каналу ГРТ, что тепло всегда принимаете нас, искренне. И всех с праздником наступающим. Спасибо. А мне ничего не остается добавить, только лишь напомнить, что вместе с нами этим добрым утром были юная талантливая исполнительница
из города Чадырлунга. Гюльнара Батыралиева сегодня вместе с автором песни, музыкантом, заслуженным артистом Гагаузии Валентином Орманджи презентовали песню «Маму» на гагаузском языке. Вам желаю хорошего дня, удачного дня, праздничного и солнца, конечно, всегда же в душе. Пусть счастье всегда будет на ваших лицах и на лицах ваших близких. Гостей провожаем, а программа продолжается. Оставайтесь с нами. Karşı dinle da, ha oynalı mı dinle düğüne karşı dinle da, hoppa da hoppa geldi kutlama hakla gelini de güvi güzel yaşama hakla, hoppa da hoppa geldi kutlama hakla gelini de güvi güzel yaşama hakla. Ya kabul mu konaklar, ya bak ya buyurun svatular.
Kompotları varınca hazırlama değil sadece yazın ama kışın da sadece olsun. Faydalı hem de sevgili meyveler. Onların da yanında kimi komponentler. Güzdeki meyve bereketi çok türlü sağlıklı hem tatlı yemekleri verir kolaylık hazırlama. Maria Arnaut avlunda toplu vitaminleri aşçılıkta hep bir kullanır. Halkta kullanılan reseptlerle de bizimle paylaşır. Güzledi havalar oldu bizim meyveler avul içinde ayvalar, harmutlar, erik da ben bu vakit yaparım hoşaf hani yakışsın duyma hepsi olmuş meyvelerin tadını. Hem de öğrendim bir başka resept kendimden. Eklerim oraya tarçın, sopacı hem de karanfil. Var çepçezler türlü. Zira bakarız televizorda türlü perdaçalar hani sağlık için izlemiş bu tarçın sopacı üdülmüş karanfil olsun çay içinde ben buldum hani hoşaf yaptığıyla onun içine koyduğuyla onlar kaynadığıyla da biraz dursun soğusun ona verir bir güzel tat hem de faydalı olur sağlık içinde. Güzün başlar serinleme havalar da başlar soğuk alma, yani da çıkmışın başka bak da bu hoşaf biz sınaşık bu vakit onu içmeye haşlak. Ben onu yaparım. O duraya bir iki gün hava serin da açan salederiz içmeye onu. Biz onu ısıdırız, haşladırız da içeriz onu. Şimdi ben topladım ayva hem de harmut, erik, suyumuz hazır. Şimdi kıyacağız meyveyi. Vardı bir kabım, o alır 18 kilo ama ben bir 10 kilodan ziyade koyarım onda, yarısından ziyade su. Hani sıysın meyveler de şekerini de biraz çok da şeker koymuyorum. Ama zira meyveler tatlı da karışır onun suyuna, onun tatlılığı kendinin de. Büyük parçalar onlar vermiyor da ne kadar ufak da istediği onun çıkar suya da tatlı oluyor. Harmut hayvanına hazır, yeri yıkadık. Şimdi koyacağız suya, dökeceğiz şekerini da kapaklayacağız da bırakacağız seni kunu kaynasın.